Раз, 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 как с урдопереводом, звукет. Ну что, как сейчас появился звук? Все отлично. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Сегодня 3 июля 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. И у меня сегодня для вас хорошие новости, как обычно. И поговорим о них. Поговорим о нашей постоянной теме, о взрывах домов. Сколько я не копаюсь в этой теме, про взрывы домов в Москве, я обязательно что-то новое для себя нахожу. Это очень интересно. Ну, будем дальше продолжать наш этот. Только появился звук, говорит. Так, звук появился. Так. Только появился звук. Алейкум, ассаламу алейкум, Марат. Адам Грузинский, ассаламу алейкум. Короче говоря, всех приветствую, всем рад. Адам Грузинский, ассаламу алейкум, всем говорит. Так, давайте, как говорится, с места в карьер. Давайте перейдем сразу к нашей постоянной рубрике, которую хотелось бы мне вот сейчас не ждать, пока сейчас все соберутся. Кому будет интересно, могут посмотреть. Это взрывы домов 99-го года, когда 2-3 года послевоенной, после первой русско-чеченской войны, русские нас оболгали, обвинили, скажем так, мы тоже в какой-то степени виноваты, надо будет признавать все свои ошибки, что дали собой манипулировать, и сейчас продолжается над нами манипуляция. Об этом мы много раз говорили, конечно, мы должны бороться с этой пропагандой, с фейками, с ложью российской, и не давать себя использовать, как часто с нами это происходит. Ну, для этого, конечно, нам нужно слушаться свою власть, там, свое правительство, уважаемых, достойных уважения, за достойных доверия наших представителей, ну и так далее, и так далее. Ну, к этому придем, я очень на это надеюсь, так как гражданское общество у нас уже есть. Это недавние события в Дижоне показали во Франции, и до этого, как мы объединяемся, в принципе, я уже доволен тем, что мы уже имеем на сегодняшний день. Ну, давайте вернемся к взрывам взрывов домов в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. Сразу сейчас перейду к одному видео, которое я вам хочу показать. Это выступление Ельцина. Это сразу же после 13 сентября новости показали по российскому телевидению, ОРТ, новости ОРТ. Вот сейчас Ельцин выступает. Скажите заодно, как там у нас дела будут со звуком, когда будет идти изображение с экрана. Сейчас, чтобы я видел, что вы мне говорите. Одну минуточку. Так. Давайте тогда. Так, пойдемте дальше. Ну вот, послушаем звук. Выражаю соболезнования их родным и близким. Наша боль безмерна, но я призываю вас проявить выдержку. Главная цель бандитов — запугать народ. Все, звук есть. Посеять панику и страх. Уверен. Так же, как это делают на российском канале и на ОРТ, да, и не просто отдается информация, да, для того, чтобы был анализ происходящего, так как это происходило давно, я вам так же, как они, но уже с разъяснениями буду комментировать, что происходит. Этот человек является первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным, который буквально за 3 месяца до того, как сложить в себя полномочия и полностью передать полномочия ФСБ, КГБ, да. И как говорит журналист-расследователь Дэвид Саттер,
взрывы домов в Москве — это не только детища Путина и Патрушева, они, скорее всего, там были только исполнителями, но большого круга лиц. Да. Мы до этого рассматривали Патрушева, до этого в прошлом, по-моему, прошлом или позапрошлом стриме мы говорили о Рушайло, министре МВД, ведомство которого задержало 2 сотрудников ФСБ, и потом их отпустили как-то странным образом. Да. При всем при этом стоит отметить, что всем сотрудникам Рязани выдали оружие, бронежилеты, что вот здесь сейчас это никакие это не учения, то есть учения в Рязани имеется в виду, что это никакие не учения, что все было настоящая боевая обстановка у них на тот период времени была. И вот сейчас Ельцин выражает соболезнования по погибшим 13 сентября людям на Каширке, на Каширском шоссе, и выражает обеспокоенность тем, что произошло. При всем при этом это непосредственный человек, который знал, в курсе всего был, являлся президентом, который назначал Владимира Путина, директора ФСБ, министра МВД и так далее. Непосредственно это заказчик тех взрывов домов, заказчик убийства русских. Конечно, он до этого тоже убивал, в том числе посылая воевать в Чеченскую республику Ичкерия свою банд-армию. Также он убивал наших граждан русской национальности, проживающих наших граждан Чеченской республики Ичкерия. Ну, давайте для ясности я вам поясню. Не дождутся. Не дождутся. Лучшим ответом террористам будут ваша бдительность и спокойствие. Сегодня от каждого из вас зависит, насколько эффективным будет борьба с этим злом. На вызов бандитов власть ответит адекватно, жестко, быстро, решительно. Только что на связь с нашей студией вышел корреспондент новостей общественного российского телевидения Роман Мельник. Он продолжает работать на... Игорь Викторович, скажите, пожалуйста, чем сейчас занимаются ваши подчиненные? В начальной стадии на место пожара было выслано 31 отделение. Общее количество где-то 310 человек. На этот момент работают. Но мы не будем технические моменты слушать, послушаем. В первые минуты после взрыва аварийным бригадам удалось извлечь из-под завала живого человека. И сейчас вы увидите эти уникальные кадры, снятые оператором МЧС. Около 6 утра спасатели вызвали к дому на Каширском шоссе. Короче, отзвонитесь на базу, полностью подтверждаем все. Тихо, смотри, не шевелись, вот под плитами слышатся стоны. Там живой человек. Ему делают инъекцию обезболивающего. Я не буду вот эти ужасные кадры вам показывать, чтобы не прилетел какой-нибудь страйк. Пострадавшие. Взрывной волной 2 мужчин выбросило из окон квартир, и сейчас за их жизнь борются врачи. 7-я городская клиническая больница считается больницей экстренной медицинской помощи. 5:40 утра. В реанимации. Магистральных сосудов правой ноги, возможно, таз, пока не ясно. В больницу поступают и жители соседних от взорванных домов. Травмы у них более легкие. Большинство смогли добраться сюда самостоятельно. Мало. И кто? Дарья Литвина, Тарелов, Танзелян, ОРТ. Дети, пострадавшие в результате взрыва в жилом доме номер 6, корпус 3 по Каширскому шоссе, поступали сегодня в Морозовскую детскую больницу. Рано утром туда привезли 2 девочек. Сестры шоссе продавали человека.
развивались по всем законам детективного жанра. А вот теперь посмотрим по поводу, кто все-таки взрывал. Сегодня днем спецслужбы провели там проверку о том... Для ясности, да, сперва нам показывают, как кадры ужасные кадры взрывов, доставания людей из-под завалов в больницу, фрагменты тела рассказывают нам все подробности. И теперь мы подходим к тому, кто же это сделал, да, кто же будет сейчас обвинен и на кого же посыпется сейчас проклятие русского народа. Вместе с бомбами, конечно. Как она проходила в репортаже нашего корреспондента. События на улице Народного ополчения в доме 43 развивались по всем законам детективного жанра. Ровно в 11 в двери жителей дома позвонили сотрудники уголовного розыска и, ничего не объясняя, попросили покинуть квартиры. Я недолго думаю, схватила паспорт и в кофточке выскочила. Ничего не объясняли? Объяснили, что надо оставить, и есть подозрение. Какое подозрение? Я почему-то сразу поняла, какое может быть в наше время. Уже через 15 минут во дворе дома 43 были представители всех оперативных служб города. В подъезд зашел кинолог с собакой-сапером. И только через 4 часа милиция объяснила собравшимся людям и многочисленным представителям прессы, что же все-таки произошло. Жители этого дома позвонили, что видели 2 дня назад, опознали фоторобот, показанный по телевизору. Видели, что этот человек уходил из этого дома, одна жительница ехала в лифте с ним, и сообщили нам. Мы сейчас, обследовали дом на предмет взрывчатого вещества. Ничего не нашли. О большой вероятности того, что жители этого дома на улице Народного ополчения видели именно этого человека, говорит сразу несколько фактов. Во-первых, его здесь видели не один раз. Во-вторых, видели сразу... Вот посмотрите, что он держит в руке. Это уже и измененный фоторобот, и по этому фотороботу невозможно понять, что за человек. Он даже это не пытается близко к экрану показать. Тут нагнеталась обстановка именно таким образом. Давайте посмотрим следующие кадры, которые тоже очень важны как для истории, так и для того, чтобы в суде можно было точно идентифицировать виновников. Здесь, конечно, это так, заставочка небольшая. Вам неподражаемый Николай Платонович Патрушев, главный террорист, даже по роже его видно, убийца, но не только Патрушев убийца и террорист. Нет, он не только такой, он еще большой казнократ. Его сын, например, сейчас возглавляет, ранее возглавлял Россельхозбанк, такой есть, который сейчас на временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Наравне с Роснефтью Путина у нас действует Россельхозбанк. Его сын, один из сыночков, являлись управляющим этого банка. Теперь один сын переведен в нефтяной компании, работает, другой сын сейчас занимает пост министра сельского хозяйства, если я не ошибаюсь. Короче говоря, не очень бедный или далеко не бедный человек наш Николай Платонович Патрушев, который возит на своем личном самолете сотнями килограммов, иногда тоннами кокаина. Все очень серьезно. Вот просто небольшая фраза, которая сделала его звездой. Думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Там был сахар. Не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Да, это был сахар. Теперь мы перейдем к основной нашей теме, точнее тому, что я хотел показать. И у меня 2 момента здесь очень важных есть. То, что говорит Жириновский, и был такой один Вячеслав Измайлов такой. Вячеслав Измайлов — это тот человек, которому я лично поверил. Да, я тогда был молодой и доверял разным вот этим их сказкам. Хотя я не доверял, но в конце концов Вячеслав Измайлов меня убедил. И вот почему вы тоже это увидите. Но перед этим 2 минутки вашего внимания, 3 минутки, я не все вам покажу, 3 минутки вашего внимания, как Жириновский, который на заседании Государственной Думы сказал Селезневу, тот ранее заявил, что дом взорван Волгодонский, который должен был взорваться через 3 дня. В тот день был взорван 2-й дом в Москве, и через 3 дня только должен был взорваться дом Волгодонский. Так вот,
вместо того, чтобы сказать, что дом взорван в Москве, как сегодня только что произошло, допустим, Селезнев зачитал, что дом взорван в Волгодонске, хотя взорван в Москве. И только через 3 дня произошел взрыв в Волгодонске, и Жириновский сказал, это можно расценить как провокацию. Что это было? Почему вы нам говорите, что дом взорван, который взорвался только через 3 дня? Что это такое? Говорит. И сейчас ему такой есть один журналист, Дудь. Посмотрим, что сейчас говорит, задает вопрос Дудь Жирико. Посмотрим, что говорит этот овес, пропущенный через лошадь. Я никого не боялся. Ни Горбачева, ни Ельцина, ни Путина. Если вы никого не боитесь, расскажите нам, пожалуйста, 1999 год. Да. Ваше выступление в Думе. Да. Вы говорите, ловите Селезнева на дикой, чудовищной оговорке. Да. Селезнев за 3 дня до взрыва в Волгодонске... Заметьте, Дудь, который любит выгораживать путинских террористов, убивших детей в Беслане, в своей большой передаче, да, показывая там с человеческим лицом все остальное, у всех других остальных участников этой операции, кроме тех, кто захватил, тут он говорит на оговорке. Оговорка — это когда я, например, вам что-то говорю, и Жириновского случайно называю не Жириновским, а Жемировским каким-нибудь. Да. Дудя я называю Бдудем, да, или еще как-нибудь. Это может быть оговорка. Но когда я вам говорю, что через 3 дня произойдет взрыв, и который через 3 дня реально произойдет, то это не оговорка, дорогой уважаемый журналист, или как бы журналист Дудь. Это не оговорка, это прямое раскрытие подготавливающегося террористического акта. Об этом на Совете Думы. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать, если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Как это понимать? Видимо, ему позвонили кто-то и сказал, что совершен теракт. И назвали Волгодонск. Ну, здесь планировались, видимо, эти теракты. Обстановка была ненормальная. Теракты, естественно, могли быть ближе к Кавказу. Ростовская область. Волгодонск, потому что там, по-моему, атомная станция или завод. Вот, я в прошлом одном из своих стримов никак не мог вспомнить. Так вот, в Волгодонске находится атомная электростанция. И для того, чтобы связать вот этих плохих чеченских, вот этих террористов, которые взрывают всю эту Россию, нужно было взорвать 2 дома или 2 дома. Оказывается, их было больше, если верить расследованию и информации, которую нам дает бывший ФСБшник, ныне адвокат Трепашкин. Так вот, он там говорит, что были задержаны люди с гексогеном уже у другого дома, но они были отпущены, и он такой резонанс, вот то задержание ФСБшников в Москве, как в Рязани, не получил тот случай, но остается гадать, что, предполагаю я, что в Волгодонске дом взрывали, чтобы показать Западу, смотрите, у нас здесь атомная электростанция. У нас в Москве понятно, да, чтобы поднять москвичей. В Буйнакске понятно, чтобы связать Басаева с этими взрывами, да, чеченская вот эта операция спасения, которая была проведена, ее привязать к этим взрывам, взрывается дом в Буйнакске. Ну и заодно убиваются именно военнослужащие дагестанские, которые проходят там службу, проживают там, для того, чтобы их настроить, да, против там чеченцев, потому что им воевать, а тут ваших военных женщин, детей взрывают. Ну и каждый, конечно, даже не тот, чья там семья погибла в доме, любой русский военный скажет: ага, они взрывают наших военных, значит можно их убивать, всех этих чеченцев, всех женщин, детей, стариков. Ну как, по-русски, по-русски что только такое. Так вот, связываются Басаевым, Дагестаном связывают Басаев, взорвав дом в Буйнакске, 2 взрывают в Москве, для того, чтобы подготовить москвичей, общественное мнение, журналистов, которые находятся в Москве. И один взрывается в Волгодонске. Так как там расположена
атомная электростанция неподалеку. Это для Запада, для мира. Ну посмотрите, как все ужасно, все так опасно. И они уже взрывают рядом с нашими атомными электростанциями, взрывают жилые дома. Для чего Рязань, да? А в Рязани находится военное училище, да, и там очень много военных, да, знаете, рязанские десантники там или еще, как они там называются. Это тоже имело свои корни, и вот Рязанское училище, рязанские военные вот эти гарнизоны, которые все отправились на второй день после того, как были задержаны ФСБшники, подкладывавшие бомбу в городе Рязани по улице Новоселова 14/16. Эти все люди на второй день началась бомбардировка города Джохара и окрестностей Джохара, и эти все люди поехали убивать чеченцев, устраивать геноцид чеченцев. Слушаем. Производству. Это, вот, конечно, вызвало подозрение, что, значит, ему сообщили, что теракт уже произошел. А он не произошел еще. А он еще не произошел. Он же 4-й человек в стране. Он член Совета Безопасности. Его обязаны информировать. И он нам сообщил это. А это была ошибка, никакого теракта не было. Вы понимаете, что это выглядит очень просто? Все. Есть версия, она очень популярна, что дома взрывал ФСБ. Нет. Рязанский Нет. Ну, и эта оговорка, о чем она может говорить? О том, что он знал, что взрыв будет там. И вы единственного на этом подловили. Как мне, гражданину России, вашему потенциальному избирателю, после этого верить? Знаете, самое интересное, что нужно делать, когда ты полностью, твоя страна является конченным террористическим образованием, просто законченным, самым последним террористическим организациям, надо сесть умным видом, сесть вот этому так называемому журналисту Дудю и сказать, как мне, гражданину России, такое допустимо. Это все было, Дудь, это все было, твоя страна террорист. Она только что, вот сейчас уже подтверждается, финансировала убийство военнослужащих в Афганистане, натовских военнослужащих, в том числе американских. Твоя страна убивала на протяжении вот всей вот прошлого столетия, всей истории Советского Союза, убивала десятки миллионов твоих граждан. Еще больше она сгнобила в лагерях, на Соловках, там, на Дальнем Востоке, в Сибири и так далее. Так что, когда эти русские задают такой вопрос, у меня возникает вопрос, у них, может, психические какие-нибудь отклонения, что ли. Неужели они не понимают, что ваша страна вас убивала? И он сейчас говорит, вы подловили. А почему он не задает дальше вопрос, если готовился как журналист? А почему же вы не расследовали, подловили, там какая-то оговорка, как это могло быть? Эх, не сварим мы с вами кашу. В Кремле не сварим. О будущем взрыве не знали. И не они это сделали. Объясняю. Еще раз оценить мое мужество и смелость, ибо все молчали, и никто ничего не говорил, и никто якобы ничего не заметил. Второе. Обстановка была самая напряженная. И теракты могли произойти в любой момент, в любых точках. И ФСБ отслеживала. Слушайте внимательно. ФСБ отслеживала, где может произойти. И они уже знали, что определенная группа пришла в Волгодонск, или там в Рязань, или еще где-то. Но, возможно, технически сработало так, что информация была, что готовится теракт в Волгодонске, а по инерции кто-то мог, передающий написал, произошел теракт. То это же был сбой технический, ибо по всей стране обстановка была сверхнапряженная с августа по там, сентябрь 1999 года. Вы допускаете, что ФСБ это сделал, и что спецслужбы это сделали, и этим была оговорка допущена? Нет. Я просто... Вот, почему нет? Какой аргумент нет, кроме того, что человек из спецслужб теперь президент России, в том числе ваш начальник? Глобально. Потому что и так обстановка была напряженная. Зачем же что-то еще делать? Тогда можно сказать, что мы войну устроили там. Войну на Кавказе. 2 войны устроили. Знать они могли. Вот в этом плане оговорка была, что они знали, где возможно теракт.
Вот к чему мы подходим, к чему я вас подвожу, дорогие мои зрители. То, что сейчас закончил Жириновский, со словами, которые он закончил. Получается, тогда мы войну начали, значит, 2 войны мы развязали, да, он говорит. И он такое умозаключение делает. И абсолютно правильное умозаключение, потому что, да, именно для этого были взорваны эти дома. И вам непосредственно, и в том числе тебе, Жириновский, который получил орден и потом получил место в Государственной Думе, вторым лицом, вице-спикером, по-моему, тебя назначили, Жириновского. После этого он, по-моему, 11 или 12 лет просидел вице-спикером. Из-за того, что он задал вопрос Селезневу, почему вы сказали, что в Волгодонске взорван дом, который взорвался только через 3 дня. После того, как об этом сказал Селезнев. Так, давайте тогда быстро по этой теме сейчас еще пройдемся, и мы закончим. Потому что очень важный момент, который здесь нам сейчас расскажет Трепашкин. Я буду смотреть ваши комментарии, чтобы быть в курсе и не опаздывать, не отставать от темы. Мария Тринчук говорит, то почему не предотвратили теракт, если знали? Да, Марина, это абсолютно верный, Мария, это абсолютно верный вопрос, который назревает сам собой. Если знали, что в Волгодонске будет взрыв, то почему не предотвратили? Почему сразу не предупредили всех там жителей Волгодонска или хотя бы специальной службы Волгодонска? Так, давайте дальше послушаем, что говорит адвокат жертв, адвокат потерпевшей стороны в Москве, две сестры, которые одна, по-моему, проживает в Америке. Они начали расследование и хотели знать, чеченцы убили их маму или же это были кто-то другие. По всей видимости, наверное, теперь они уже знают, кто убил их маму. А если нет, пускай смотрят реалити. В чем суд состоял, между кем и кем был процесс? Ну, это самое, имеется в виду, я вступил в процесс уголовный по расследованию дела для представления интересов потерпевших. Потому что первая ко мне подъехала Татьяна Морозова, которая поставила одну задачу. Она говорит, мне важно все же, кто конкретно убил мою мать, которая погибла при подрыве дома на улице Гурьянова, это квартира 100. Это самое. И, в принципе, казалось бы, наши интересы совпадали с интересом следователя. Оказалось, что это глубоко не так. Потому что нам нужно было найти конкретных убийц. Им конкретные убийцы, как я понял, не нужны были. Им нужно было просто определенное русло направить, привлечь определенных лиц к ответственности и все. Второй момент, я с учетом предыдущего ответа хотел бы заметить, что не совсем, наверное, правильно сказать, что чеченского следа не было. Это один момент очень важный, да, не могли найти чеченский след. Вроде бы объявили чеченский след, сейчас я вам покажу продолжение этой истории, где Лужков заявляет, что чеченский след. Давайте сразу перейдем. Я хотел чеченский след вам тут рассказать про эту ситуацию, но чтобы не терять время, я сразу перешел бы к другому сообщению. Сейчас, одну минуточку. Так. Да, это то, что нужно. Да, это тут. Смотрите, господа, я хочу сказать, почему я поверил в то, что взрывы в 99 году совершил Шамиль Басаев. Я много раз слышал ложь от российских средств массовой дезинформации и, конечно же, им не верил. И очень часто подвергал все сомнению, везде искал подвох. И у меня было недостаточно доказательств, недостаточно информации. И я, конечно же, не мог понять, для чего Басаеву, Хаттабу взрывать дома. Нелогично, да, до этого 2 года войны они не взрывали, ни после не взрывали. И я не мог понять, как чеченец, я понимал, что Басаев ведет национально-освободительную борьбу и так далее, и так далее. Это среднестатистический русский мог этого не понимать. Я-то прекрасно все знал. Но при всем при этом я не мог понять,
кому это нужно было выгодно, потому что в голове не укладывалось, что русские могут взрывать своих, да, как бы, ну, вообще это было, ну, очень нелогично, ну, для моего молодого восприятия происходящего, по крайней мере, так это было. Но был один человек из «Новой газеты», я всегда читал «Новую газету», и в этой «Новой газете» я увидел, я всегда читал Измайлова, Вячеслав Измайлов, он бывший военный, майор, по-моему, в отставке, хотя, может, это очередная легенда, он работает в «Новой газете», он приезжал в Чечню с одним патроном в пистолете, он шел в деревню и занимался обменом пленных, там, другими разными сбором информации и так далее, и так далее. И он как-то доставал пистолет, достал оттуда магазин, показал, что у него всего лишь один патрон там, что типа он тут с открытым забралом и так далее. Короче говоря, зная, что чеченцы благородные, достойные люди, вот эти мерзавцы и подонки пользовались этим. И смотрите, как воспользовались. На своем примере расскажу. Я не верил никому, ну когда вот сейчас вы можете послушать Вячеслава Измайлова, что он сейчас скажет, и потом я видел, как он привел человека, здесь вы его не увидите, который абсолютно адекватный, на первый взгляд, человек садится и рассказывает, что он по заданию Басаева, с помощью Ширвани Басаева, брата Шамиля Басаева, они там подготовили людей там, и так далее, и так далее. И вот только тогда я поверил, что это сделали Басаев и чеченцы. Каюсь, грешен, да, я тогда поверил, но я не мог понять, и у меня была, ну, очень сильная злость на то, что происходит. Ну как так, мы борцы за свободу, а не террористы, которые убивают мирных женщин и детей. Так могут делать только русские из КГБ. Чеченцы так делать не могут. И я не мог понять, как люди, которыми я гордился, взрывали женщин и детей. Но, увы, это какое-то время продлилось, ровно до рязанских учений, пока Патрушев не сказал, что это был сахар. Давайте послушаем Вячеслава Измайлова, это более будет информативно, чем сейчас слушать меня. Давайте внимание. И в буквальном смысле взрывоопасный. Напомним, что в четверг в агентство Интерфакс позвонил неизвестный и сообщил, что взрыв в Печатниках – это ответная акция боевиков, воюющих в Дагестане. Теперь еще одно подтверждение этой версии. Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, который давно занимается проблемой российских военнопленных, оставшихся в Чечне, располагает сегодня сенсационной информацией. Ситуация, собственно говоря, развивалась таким образом. После того, как бандиты, возглавляемые Хатабом, братьями Басаевым, вошли в Цумадинский и Ботлевский районы Дагестана, в надежде на то, что население Дагестана их поддержит. Но они получили должный отпор и, бросив там подразделения на погибель, собственно говоря, уже 18 августа Хатаб и Басаев находились на территории Чечни. И на совещании было принято решение об организации террористических актов. По информации Измайлова, в Чечне был собран отряд диверсантов из 26 человек. Занимался этим родной брат Шамиля Басаева, Ширвани Басаев. Все отобраны лица славянской национальности. Кто входил вот в состав этих 26 человек? Среди них были пленные, офицеры, контрактники бывшие, были пленные солдаты, причем не просто пленные, их нет живых, но они живы. По другим мы знаем, что они живы, но они перешли в период боевых действий на ту сторону, воевали. Каждый из них, что называется, засветился, то есть участвовал в расстрелах российских военнослужащих. То есть те люди, те, для которых вернуться сюда, они боялись. Среди них... Этот Вячеслав Измайлов очень долгое время делал легенду объективного, гуманного, справедливого человека, друга чеченцев. Да? Он где-то добывал информацию для чеченцев. Чеченцы ему верили просто безоговорочно. Это такой был мостик между русскими и чеченцами. Это был единственный русский, которому можно было доверять. Верили тому, что он писал, ну и так далее, и так далее. Ну, это обычное лицемерие и ложь, которую российские спецслужбы используют против наивных
можно сказать, благородных, честных своих оппонентов, которые им по большому сожалению, им поверили, да, их слово. И вот этот мерзавец рассказывает, 28 человек, вот, как будто непосредственно он принимал участие в совещании с Басаевым, что вот у него вот железобетонные доказательства. Этот человек с журналистским опытом, бывший военный или, может быть, действующий, Гибнюк какой-нибудь, он рассказывает, не проверив информацию, ну так висим. Ну как так? Ну все же работает, господа хорошие. Ну видите, ну все, вернулись мы опять в эфир. И после этого вы мне скажите, что каждый мой эфир, практически каждый мой эфир, вот так начинает возникать проблема. И скажите, что после этого мой канал не... Так, давайте вернемся. Короче говоря, сейчас я не знаю, на чем там я остановился. Так, давайте тогда сейчас мы не будем распространяться, распыляться, точнее. Так, отвискает Вилпесет культ. Так, смотрите. Вот этот человек, Вячеслав Измайлов, который рассказал, привел сумасшедшего человека и сказал, что это они знали. Да, об этом мы уже все обсудили. Потом мы переходим к другой важной личности, которую недавно совсем не стало. И я вам скажу, слава Богу, речь идет о Лужкове, мэре Москвы, Юрии Лужкове. Давайте послушаем, что он говорит. Я надеюсь, у нас ничего не зависло. Так, ну мне сейчас все пишут. Так. Да, Тор. Как только начинаю говорить про эти взрывы, начинается атака. Я не понимаю, это YouTube, это здесь есть какая-то защита, елки-палки. Но давайте, пока будет работать, будем... И даже наверняка это так. Внимание. Об одной, вернее даже о целом комплексе таких мер говорил накануне в программе «Итоги» телекомпании НТВ Юрий Лужков. Он сказал, что считает террористический акт в печатниках, я напомню, тогда Лужков еще не знал о том, что произойдет сегодня утром. Он считает террористический акт в печатниках переносом дагестанской войны. Причем Лужков подчеркивал, что это не дагестанцы, это Чечня. Это теракт, который... Вот этот вор-казнократ, миллиардер, который недавно умер здесь в Германии, в Мюнхене, по-моему, он умер. Его жена, его дети, очень богатые люди. Так вот, этот преступник, да, который обвиняет весь народ, не имея никаких доказательств, должностное лицо, высшее должностное лицо, мэр столицы Москвы, столицы России, обвиняет чеченцев, не имея никаких доказательств. Послушайте, что он говорит. И я призываю наше правительство, всех вот этих Кохов, Лужковых, кто там, Ходорковских и всех этих остальных, у нас ведь есть досье на этих людей. Эти люди соучастники геноцида. Поэтому я призываю как-то оказывать на них влияние, да, в какой-то степени, чтобы привлекать этих мерзавцев к ответственности. Да, чеченский след, этот мерзавец уже сдох, как ты говоришь. Не родился по проблемам внутренним города. Это продолжение, перенос Дагестанской войны. Перенос... А вы уверены в том, что это Дагестан? Уверен. Я уверен, что это не дагестанцы, а это Чечня. Чечня. Вот. Это перенос, так сказать, обещанный этими негодяями, этими бандитами с Кавказа сюда,
вот этих боевых действий, этих террористических актов. Поэтому первая задача – это задача не города, а задача государства, задача правительства. Первая задача – это нужно так заблокировать Чечню, чтобы они здесь не появлялись ни при каких обстоятельствах, и чтобы это была санитарная зона, о которой я уже много раз говорю и много предлагал, санитарная зона, которая не допускает в Россию без виз, без соответствующих решений на правительственном уровне или решений соответствующих органов, там ФСБ, МИД и так далее, граждан, многие из которых являются представителями или просто являются террористами, бандитами. Это успокоит и Дагестан, это успокоит и Ставропольский край, это успокоит и всех соседей, с которыми Чечня расправляется также самым беспардонным образом, если говорить о межгосударственных, как говорится, отношениях. Чрезвычайно подавленным. Лужков не общался с журналистами, вообще категорически отказался от общения с представителями средств массовой информации. И сейчас, возможно, вот те кадры, которые вы увидите, здесь должна быть съемка Юрия Лужкова, который находился, вот здесь вы его видите, да, он стоит такой в красной форме. Вот если вкратце, Лужков является тем, кто нас обвинил, незаслуженно обвинил. И вот последнее, то, что связано, мы чуть-чуть вышли за эфирное время, конечно, я не планировал столько времени обсуждать именно эту тему, но здесь очень много полезной информации, которую хотелось бы сохранить и на своем канале, и чтобы вы увидели. Вот, но я задал вопрос этот, и он сказал, что все-таки пока точно можно сказать о 118. Вот. Остальное пока будет выясняться вот, в течение судмедэкспертизы, и это специалисты будут определять, сколько действительно. Официальные данные 118 человек. Спасибо, Павел. Напомню, у нас в прямом эфире был наш корреспондент Павел Пчелкин, который находится на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе. Сотрудники правоохранительных органов установили личность соучастника преступника, который подозревается в организации терактов в Москве. Его зовут Денис Сайтаков, и некоторое время он проживал в одном номере в гостинице вместе с человеком, выдающим себя за Мухита Лайпанова. По словам оперативников, Сайтаков выезжал в Чечню и, по некоторым данным, находился на одной из баз террориста Хаттаба. На следующий день после взрыва на улице Гурьянова он выехал в Нальчик. После этого его следы теряются. Между тем, следователи вышли на след преступников, взорвавших 2 дома в Москве, сообщил сегодня начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Зданович. Федеральная служба... Так, все. Все отлично. Мы опять в эфире, переключились. Мы систематически будем переключаться, так как на нас идет просто целенаправленная охота. И как мне это нравится. Так, давайте посмотрим, сперва ответим на ваши вопросы, почитаю ваши комментарии, а потом уже можно будет обсудить уже заказ через талибов, да, за каждого убитого американца русские террористы предлагали афганским террористам, какой они там национальности, предлагали им $100 000 за каждого убитого американца. Но это мы сейчас обсудим. Так, основным нужен техник, настроить ему качественную сеть. Нет, у меня все настроено. Я тебе говорю, у меня самый лучший интернет вообще в округе. Я тебе серьезно говорю. Я самый лучший интернет провел себе. У нас все обновлено. Да, все просто шикарно в этом плане. Никаких сбоев бывает, иногда там какие-нибудь там сбои бывали. Но никаких сбоев у меня в интернете не бывает. И ладно, были бы эти сбои, а только сбои.
Да, мой канал запрещен уже официально, они долго скрывали, не показывая никак, что они как-то, я как-то на них влияю, да. Они не скрывали, но не выдержала душа поэта, и они были вынуждены заблокировать мой канал на территории фашистской России. Также постоянно убираются подписки, вы видите, пропадает, вы, мои подписчики, видите, что пропадают комментарии, не приходят уведомления, когда вы подписаны, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот этих жалоб постоянно поступает огромное количество, и вы все это видите. Но и то, что пропадает связь, это просто дополнительно к тому, что мой канал находится постоянно под давлением, под атакой. Пойдемте дальше. Так, Алды говорит, болезненная тема. Да-да, им очень эта тема не нравится, и мы именно о ней всегда будем говорить. Территория Март. Националист проявляется не ненавистью к другим нациям, а любовью к своей родине. Поэтому это просто пустословие. Да, и сами, да, благодаря таким ворам и оккупантам, как Лужков, появились в 19 веке Дехстан из Ставропольска. Евгений, странное совпадение, зависание с острыми моментами эфира. Ну, Евгений, может быть, конечно, именно сам момент они, конечно, могут не подгадать, но то, что целенаправленно досят, да, дос-атака, это значит одновременно начинает там посылать запросы на мой канал, и, видимо, возникает перегрузка сети, и происходит такая вот нехорошая вещь. Ну, мы, конечно, будем переключаться, у нас есть несколько линий, куда мы можем переключаться, но это, конечно, сбивает саму передачу. Но и мы знаем, самое главное, как бы они ни пытались скрыть, мы теперь знаем, что им больше всего не нравится. А то, что не нравится нашим врагам, мы будем именно это и делать. Свобода или смерть, как говорится. Так, Фриман антипутинист. Русская история до Великого Петра. Одна панихида, а после Петра Великого одно уголовное дело. Федор Иванович Тютчев. Известное выражение, совершенно верно. Мы нашли Ахиллесову пяту, говорит Атом Грузинский. Так, Немо 77. Знание, Маршал Барт. Многие свои жизни отдали, говоря об этом. Говорит Хамзат Гилаев. Ну, не совсем многие, я тебе скажу. Не так уж много нашлось русских, кто об этом говорил. Так, Чинго. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Тор, Аслан, установи NordVPN и будешь спокоен. Да я и так, Тор, спокоен. Лара Ларин, у нас у Нохчи нет башт, и нам этим они работают очень усердно. Раскол изнутри. Да, Хасан Умаров, видишь, как тебя любит ФСБ, останавливают, чтобы ты успевал отдохнуть. Да-да, Хасан Умаров, совершенно верно. Мне, чтобы воды глоток сделать, чтобы, да, коллеги понимают видео. Так. Так, Але 27 тысяч подписчиков. Шоханюха. Не, 27 у меня буквально набралось совсем недавно. У меня вот на этой они сейчас цифры меня остановили и постоянно и не буду я все секреты раскрывать, ладно. Они-то потом смотрят, думают, как у них, они же работают, да, им нужен результат. Я не буду все рассказывать. 27 тысяч мы только вот набрали. Так. Не удаляй стрим, я пересмотрю. Я никогда не удаляю стримы. Так, Аслан, хочу узнать твое мнение о журналисте Пивоварове. Что ты о нем скажешь? Я думаю, он про кремлевский клоп. Ну, не про кремлевских там нет, но Пивоварова особо я стандартные. Для меня они все одного поля ягоды. Есть просто одиозные, да, такие неприятнейшие личности, а есть, ну, более-менее как-то пытающиеся еще как-то честь, если это можно в российских реалиях для журналиста сохранять, так какую-то честь еще пытаться, там, объективность, скажем так, да, честь это может слишком громко для них звучит. Так что вот такие вот дела.
Так, появилась, да, картинка? Появилась. Так, имя, фамилия. Салам Аслан говорит. Как думаешь, появится еще такой человек, как Джохар Дудаев? Салам, имя, фамилия. Я абсолютно убежден, появится. Более того, я вам хочу сказать, что чеченцы намного сильнее, чем были даже перед Первой русско-чеченской войной. Вторую русско-чеченскую войну, конечно, мы встретили разобщенные после тяжелой войны с большими потерями, ну и так далее. Больше многих приложенных усилий со стороны России против нас. Первую войну мы более сильные, на мой взгляд, мы встречали русские оккупационные войска. Сейчас же я считаю, что мы стали сильнее. И я абсолютно убежден, что такого человека, как Джохар Дудаев, чеченский народ, чеченское общество, я думаю, найдет в себе еще такого же. Да? Я очень на это надеюсь. Очень. Да, я верю, что мы справимся со всем. Другого варианта нет. Было и хуже, ничего, справлялись. Так, Фриман антипутинизм. Генерал-полковник КГБ Александр Сахаровский. В современном мире, когда ядерное оружие сделало использование военной силы устаревшим методом, терроризм должен стать нашим основным оружием, говорил генерал-полковник КГБ Александр Сахаровский. Лунный свет. О преступлениях русских нужно говорить всем нам постоянно. Пусть правда русским глаза колет. Да, абсолютно согласен. Знаете, что вы еще можете делать? Вы можете распространять мои ролики в социальных сетях. Вот как это делает Адам Грузинский. Везде, где уместно, где неуместно. Где бы вы были, куда бы вы ни заходили. Где вы пишете комментарии. Распространять наши видео. Чтобы эти видео доходили до большего количества людей. Чтобы люди увидели, узнали максимум количество людей узнало нашу точку зрения, правдивую, реальную точку зрения. Помогайте, присоединяйтесь. Они нам мешают, но мы 27 тысяч человек, да, по крайней мере, там, несколько тысяч человек, если будут работать над этим, мы больших усилий приложим, больших результатов добьемся. Так, Адам Грузинский. Я всегда говорил и призывал всех чеченцев, чтобы распространяли факты именно подрыва этих домов в 1999 году. Ибо я в начале 2000-х слыхал из уст свиты, что как только копнут в этом направлении, тогда и настанет крах Российской Федерации. Да, ну мы копаем как только можем. Опять мы зависаем, да? Так, обнуленный бункер атакует сайт. Да. Так, Галга Кази. Ассаламу алейкум свободным людям. Ва алейкум салам. Аллах. Так, как найти? Так, пойдемте дальше. Я всегда говорил, призвал. Так, Руслан Абуду. Аслан Арцу, хочу сказать вам еще раз спасибо за вашу проделанную работу, за то, что вы делаете. Баркалла. Не за что, Руслан. Так, Адам Грузин, тогда настанет крах. Как найти? Так, как найти? Кстати, где тут Адам Грузин? Почему не видно его ник, ну его пост? Как не видно? Его только тут и видно. Так, Чингисхан, Путин и Кадыров старше, это один мозг. Ну, не совсем. Алекс Шулха. Арслан, сын Ичкерии, витание с Украины. Витаю, Украина. Хамзат Гилаев, Аслан, я заметил, как только ты начал активно освещать эти взрывы, спецслужбы Русни стали тебя атаковать еще сильнее. Возможно, Хамзат, да, скорее всего это так, они активны, но, знаете, активность у них была вот на протяжении, больше года у меня есть этот канал, и после вот чат-рулетки, практически, как я начал делать эфиры, меня начинали атаковать. Вначале это было так незаметно, все сильнее. И, видимо, сейчас мы уже занимаем какую-то позицию в их топ-листе для атак. Ну и вот мы сейчас заслужили такое. Вообще в наше время не иметь уголовного дела от фашистской террористической России, имея их паспорт в кармане, это
ну, это испортить себе биографию. Ну, или, по крайней мере, испортить некролог. Мы не можем себе этого позволить. Чингон напоминает: добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, пусть люди узнают правду. Так, Тор, после самовзорванной самоизоляции русские самоуничтожаются. Так, гутен абенд, говорит мистер Икс. Гутен абенд. Так, опять виснем. Ну что же вы такие? Так. Сейчас мы опять вернулись. Следующий эфир будет, как обычно, в 9 по Берлину. Это, по-моему, в Чечении это 10 часов будет. Так, что я вам еще хотел показать? Я хотел вам рассказать по поводу убийства американцев. Так, мы опять в эфире, слава богу, мы вернулись. Приходится переключаться с разных интернетов на разные интернеты. Мы уже растеряли всех наших зрителей. Все перезагружают, выходят, заходят, но вот нам мешают. И это хорошо. Это доказывает, что мы бьем куда надо, да, и не занимаемся халтурой. Будем бить как следует. Будем еще больше работать над этим. Так вот, так вот, смотрите, выяснили, американские спецслужбы слили одному из самому уважаемому, да, одной из самой уважаемой газете, New York Times, слили информацию, американские спецслужбы слили информацию о том, что русские террористы из ГРУ, да, ну военные, там они любят называться ГРУ для солидности, они сообщили, что есть такой один американец, афганец, этого афганца зовут Рахматулла Азизи. Этот Рахматулла Азизи очень сильно разбогател. И у него было очень много денег, резко появилось очень много денег. Начал покупать дорогие машины, там, дарить деньги родственникам и так далее. И в этот момент его взяли в разработку, и местные службы, специальные службы задержали его и его родственника. И что они выяснили? Они изъяли у него $500 тысяч. А как известно, за одного убитого американца русские террористы платили $100 тысяч за одного убитого американца. И, соответственно, как минимум 5, это уже если деньги, которые были в наличии, 5 американцев убиты, 500 тысяч, или уже должны были быть убиты, выплатили заранее. Этот Рахматулла Азизи выступал в качестве такой посредника, да, или непосредственно, может, он сам и исполнял эти преступления. Что за этим последовало? Во-первых, сперва Трамп начал отрицать, что он не знал этой информации, хотя эта информация получила огласку, и мы об этом узнали только после того, как президент Соединенных Штатов Америки проигнорировал эту информацию для того, чтобы не портить отношения. Американское военное сообщество очень сильно было этим недовольно, сказало, что экономика экономикой, но если вы не соучастник, уважаемый Трамп, вы должны поставить точки над «и». И Трамп, получается, скрывал эту информацию, вернее, не давал ход этой информации, так как, видимо, делал какие-то другие важные экономические дела, которые он делает, и бизнесмен ведь как-никак. И для него кровь это тоже товар, видимо. Жизнь американских солдат для него тоже товар. Что не с лучшей стороны, конечно, говорит об этом президенте. Но не будем гадать. Короче говоря, прошла информация. Как только прошла информация, уважаемый, один из самых мощных таблоидов New York Times
Это ну, самая известная, самая уважаемая газета в мире, без преувеличения. И такая же есть Вашингтон-Пост. Вашингтон-Пост перепечатала, значит, у них есть достоверная информация. Русские же, у русских началась там истерика, начали очень сильно возмущаться, говорить, что нет, никто об этом не знал, там, этого мы не делали и так далее, и так далее. Что это все неправда, ну как обычно, их там нет, взрывы домов это не они, ну и так далее. Ну мы знаем, да, презумпция виновности в данном случае на кремлевских террористов распространяется. Так вот, теперь же против России вводится новый пакет санкций. Этот пакет санкций будет вводиться просто молниеносно. Такие вещи решаются очень быстро. И в первую очередь, конечно же, что это очень удивительно, обычно фамилии, как лично Путин, всегда пытались обходить стороной. Но теперь список санкций, которые не могут получить ни визу, ни открывать счета, ни заниматься какими-то другими делами, попали 2 человека. Точных санкций мы пока еще не знаем, только предварительные шаги, которые сейчас принимает Сенат США, парламент США. Это Шойгу, министр нападения Российской Федерации, и президент, нелегитимный президент Российской Федерации Владимир Бункерович Путин. Вот эти лично понесут теперь ответственность. Это была отличная новость, за которую я вам предлагаю вместе со мной порадоваться. Так, перейдем к вашим вопросам. У нас 20 минут, мы неплохо укладываемся во времени, что очень хорошо. Продолжим. Давайте послушаем, что вы говорите. Так. Пойдемте. Так. Распространяйте наши видео в WhatsApp, в группах. Распространяйте везде, где вы только можете. Везде распространяйте. Мы должны как можно больше информации донести до людей. Пускай знают, что не все чеченцы смирились, не все чеченцы молчат, что есть люди, которые доносят правду, и мы будем продолжать ее доносить. В любом случае. Дал-мула. Чего бы нам это ни стоило. Ассаламу алейкум, Ибрагим Алханов. Так, ангел небес. Зло все свое быдло подключило против канала Асан. Значит, ты все правильно делаешь. Ангел небес говорит. Так. Ибрагим Алхан. Ассаламу алейкум, Асан. По моему мнению, при военном времени оппозиция является равносильно пособником врага. Как ты думаешь, те, кто сегодня критикует Закая, являются ими? Ва алейкум салам, Ибрагим. Нет, не являются, конечно же, они не являются пособниками врага, но в какой-то степени, конечно же, некоторые из них являются. Нет, во-первых, есть агентура, это да, мы все это да исключаем, не исключаем, что, конечно же, есть агентура. Некоторые агентуры ценой своей репутации, ценой шквала огня вот этих ГРУшников и полезных идиотов я разоблачал и буду разоблачать. Ровно до тех пор, пока я могу это делать, я это буду делать. И несмотря ни на что. Мне важно, чтобы моя страна и к нам не зачесались вот эти агентуры. Слава Богу, как они работают, приблизительно мы знаем. Во-первых. Во-вторых, есть люди, которые искренне заблудшие. Я это почему так говорю, потому что я один из тех, кто им таким был. И я не был никаким пособником. Но я был в какой-то степени полезным идиотом на тот период времени, когда это все происходило. Поэтому полезные идиоты сегодня тоже есть. Наше тяжелое время с учетом высокого уровня демократии и плюрализма мнений среди чеченцев, да, как бы это ни казалось, что мы какие-то там воинственные там дикари и так далее, на самом деле это абсолютно не так. Мы очень демократичны, то есть у нас решает народ, да,
люди имеют, каждый имеет голос, плюрализм, так называемый, это разность, множественность мнений, да, у каждого чеченца есть свое мнение. И в этом плане мы стоим, демократия и плюрализм мнений у нас развивались веками и тысячелетиями. И нам очень трудно заткнуть человека, если он там явно стреляет сам себе в ногу, да, там, не признавая там правительство. И этому человеку нужно найти аккуратно, не просто аргумент ему нужно, к нему нужно найти интонацию, что я, кстати, не умею делать, найти нужные слова, нужное время и место, чтобы к нему подойти. Вот такие мы чеченцы, да, мы каждый по себе очень сложный и одновременно очень легкий в общении народ, человек, личности. Поэтому, но, Ибрагим, я тебе хочу сказать, но, есть одно но. На сегодняшний день, как ты правильно заметил, мы находимся в военное время, в военном положении. И вот эти полезные идиоты и люди, которые не понимают аргументов, даже не хотят слушать аргументов, да, даже не хотят слушать аргументов, эти люди наносят урона намного больше, чем если это было бы в мирное время. В мирное время, в свободной, независимой Чеченской Республике Ичкерия, если бы у нас были бы такие люди, которые против правительства, да, это было бы на пользу, как это ни странно может показаться, но политиков нужно менять. Как, не помню кто сказал, нужно менять как пеленки у детей. И по одной и той же причине. И время от времени нужно менять политику. И политиков нужно держать ежовую рукавицу. Это тоже правда. И во время мирного процесса невооруженная критика, постоянное расследование действий власти, это очень полезно для того, чтобы общество было здоровым. Но мы, находясь вот среди нас, здесь, в Европе, есть агентура. Валлахи, я не думал, что среди чеченцев здесь, в Европе, может быть так много ее может быть. Ее в процентном соотношении немного, там, не нагнетаю, все нормально, но она есть. Есть полезные идиоты, требующие какие-то там непонятные, выдвигающие какие-то непонятные требования. Это все есть. И нам как-то нужно донести. Но, опять же, жестко поступать мы тоже должны. Мы в конце концов должны сказать, мы видели, что было с Дудаевым, что было с Масхадовым, что было с Яндербиевым, что было с Абдулхалимом, что было с другими нашими лидерами, как их дискредитировали. Поэтому в конце концов какую-то жесткую позицию мы должны занять по этому поводу. Для этого нужно, я не знаю, как-то, это должно делать наше правительство на самом деле. Мы должны в какой-то степени сделать. Но опять же, если мы начнем сейчас оказывать давление на иное мнение, да, отличающего от нашего, опять же мы тогда будем, мы же находимся в юрисдикции Европы, допустим, те, кто находится в Европе, и мы должны здесь соблюдать здешние законы. Да, они в какой-то степени вредят Ичкерии, но мы не можем за счет немецкого законодательства, например, нарушая немецкое законодательство, проявляя какой-то запрет на высказывание своего мнения какого-то лица, тут в Германии, допустим, да, мы не можем там делать пользу для Ичкерии, по крайней мере, это будет незаконно. Поэтому очень сложная ситуация, и мы все должны помочь, Закаеву помочь, Сайдамину помочь, Хусейну помочь, всем нужно объединяться и прилагать усилия. И, конечно же, я понимаю, о чем ты говоришь, нам нужно пожестче относиться к тем проявлениям, которые просто под прикрытием полезного идиотизма, патриотизма, искренности, что это тоже все имеется, это все есть, и полезные идиоты есть, и искренние люди есть, которые заблуждаются. Под этим соусом враг начинает дискредитировать Закаева, придумывать сейчас сказки.
ну много сейчас сказок придут. Я ездил недавно, я просто по себе вижу, потому что постоянно я подвергаюсь постоянному прессингу со стороны этого. Мою репутацию просто хотят растоптать. Но слава богу, у меня она не растоптана, и никогда им это не удастся. А даже если удастся растоптать мою репутацию, им не удастся растоптать репутацию Ичкерии, потому что я рядовой гражданин Ичкерии, поэтому и сам вот это меня успокаивает. Что если они даже придумывают все время. Например, я ездил в Вильнюс, я уже много раз рассказывал об этом на форум, как потом выяснилось, «Паскудной России». И это первая моя поездка была, и я такой воодушевленный, просто хочется всех этих русских оппозиционеров обнять, подойти в одном месте. И реально там были честные, порядочные русские оппозиционеры, к которым я с большим уважением отношусь. И я там говорю, уже столько лет я находился в этой информационной вакууме в этом, что я уже начинал думать, что эта независимость может, чеченцы какие-то не такие, может, никому она не нужна, а нам она нужна, может, что-то с нами не так. Я уже начинал сказаться, потому что я находился в этом информационном поле. И я говорю, вот я пришел сюда, увидел здесь русских, которые хотят тоже свободы, демократии, прав человека, и там я как бы очень рад этому. Но это не показывается, что я вот пришел сюда, это показывается, может, обрезается и говорится, что может эта независимость нам не нужна, я сказал. Вот так делается. И это делается на канале, который абсолютно позиционирует себя каким-то ичкерийским там, и так далее. И вот нас обманывают, как нас когда-то обманывал Вячеслав Измайлов, который вот эти по взрыву домов рассказывал, какой он друг чеченцев. Точно так же нам здесь появляются каналы, появляются разные люди, которые нам вещают, что они за Ичкерию и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому надо быть бдительными. И единственный способ постараться избежать смуты, это придерживаться одного маяка. А маяк на сегодняшний день, знаменосец на сегодняшний день у нас является Ахмед Закаев. Другого у нас ни лидера, никого нет. Мы знаем, как и Дудаева, и Масхадова порочили, и будут Закаева порочить. И на Закаева постоянно готовится покушение, постоянно его пытаются убить. Поэтому нравится вам Закаев, не нравится Закаев, да, как говорится, ничего с этим поделать нельзя. Изберем, да, как говорится, освободим Родину, станем, и вот после этого мы выберем себе президента, каждой душе, которому будет, большинство, кто выберет, может проголосовать за других каких-нибудь кандидатов и выбрать себе там более достойного, как он считает, там себе подходящего там, себе президента. Поэтому другого выбора у нас нет. У нас есть сохраненная преемственность власти. Закаев со своими товарищами сохранили эту государственность. Огромное им спасибо. Наша задача помочь им удержать и потом как бы вернуть и освободить нашу прекрасную Родину. Вот так, если сказать. Так, давайте дальше. Чинхо говорит, а вот некоторые не любят, когда ты говоришь про ГРУ. Ну да. Большому сожалению, я ничем не могу помочь. Так. У вас, слава богу, Евгений говорит, у вас, слава богу, есть правительство изгнания. Значит, есть вокруг кого объединиться и отложить в сторону эго и личные амбиции ради единства. Совершенно верно, Евгений. Только идиот или агент может говорить о нашей ситуации плохое про Закаева. Может, да, такое говорит. Так. Пойдемте дальше. Чинхо напоминает. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду.
Ангел небес, Аслан, на этих идиотов времени нет. Да, совершенно верно. Уже на самом деле каждый раз нас пытаются задеть. И будут провокации, будут покушения, будут хакерские атаки, ну и так далее, и так далее. Мы все это знаем. Мы не с пустого места это начали. Эта война продолжается с 1994 года, даже еще раньше она началась. Открытая уже военная фаза, хотя и военная фаза была. И вот у меня здесь был человек, общался я с нашим одним ветераном. Он говорит, до начала первой русско-чеченской войны 22 боестолкновения было на территории нашей страны с разными оппозициями, ну оппозицией так называемой, вот как сейчас разные оппозиционеры там появляются, поэтому против нас идет война, и мы все это знаем и продолжаем в том же духе. Нам это доставляет удовольствие. Так, Кремль террорист, говорит Ангел небес. Алекс Алексеев, Барт-маршу ассамблеи, кто они? Алекс Алексеев, Барт-марш ассамблея, кто? Я не знаю, что такое ассамблея, я не знаю вообще, чем занимается Барт-маршу. Я об этом говорил раньше, я не знаю, чем они занимаются. Есть люди, среди них порядочные, уважаемые среди них люди есть, но я не понимаю их действий, к чему они идут. Я так и не понял. Если у них будет желание, я бы хотел бы с кем-нибудь поговорить. Так, опять у нас зависло, сейчас все вернулось, но я думаю, что в принципе на этом мы можем, в принципе, закончить. У меня для вас было еще. Так, Reality French English. Асан, если бы ты знал, как ихняя работа ничтожная. Чья ты говоришь, Reality French English? Асан, этот пивовар такую ложь выложил в YouTube про Басаеву ситуацию в Буденновске. Ах, я не знал, Iron Man. Ну давайте гасить тогда Пивоварова. Эти мерзавцы, подонки. Так, лунный свет. А русские вообще понимают, как к ним относятся другие национальности? Если понимают, то как они с этим живут? Или тут они включают дурака? По отдельности, вот, русские абсолютно все нормальные. Вот, если их начинаешь им не рассказывать про свою империю, абсолютно, большинство, с кем я, по крайней мере, жил, общался, дружил, вроде нормальные. Так, Reality French, Асан, как ты знаешь, их работа ФСБшника? Это точно, Reality French English. Хамзат говорит, Асан, как ты помнишь, Литвиненко, Фельштинский напечатали десятки тысяч книг «ФСБ взрывает Россию» и везли в Россию. Грузовики, книги были арестованы в Беларуси. Да, я помню эту историю, об этом как раз рассказывал Фельштинский. По-моему, там несколько тысяч точно экземпляров было арестовано. Да, их все арестовали, и они как вещественные доказательства пошли, так как это государственная тайна, они говорили. Ну, конечно, государственная тайна. Убивать своих граждан не каждый может. Кстати говоря, я на ближайший свой стрим постараюсь пригласить этого Дэвида Саттера. Я заказал его книгу «Меньше знаешь, крепче спишь». Эта книга очень интересная. Кстати, я ее буду разыгрывать, эту книгу, со своей подписью, книгу Дэвида Саттера. Я буду, придумаем какой-нибудь конкурс. И на этом конкурсе я разыграю кепки, которые я закажу, реалити, с нашим логотипом, где 3 флага: ичкерийские, натовские и американские, и с надписью реалити. И буду разыгрывать книгу. Но сперва я ее прочитаю, и потом, если она вам понравится, я могу ее придумать какой-нибудь конкурс, мы будем рассылать. И не только, мы можем делать и чуть-чуть более существенные подарки.
для того, чтобы привлечь внимание, ну и отблагодарить своих зрителей, которые меня смотрят и поддерживают. На этой прекрасной ноте, на книге «Меньше знаешь, крепче спишь» Дэвида Саттера, мы можем закончить наш стрим. Всего самого хорошего, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что смотрите. Все будет ичкери. Ассаламу алейкум. До понедельника, друзья.